Ну вот, нас как всегда опередили. Поздравили первыми. Ничего страшного, мы сейчас просто присоединимся к прозвучавшим поздравлениям. И вообще, лучше поздно, чем никогда. Полностью с тобой согласен. Поздравить в такой день лишний раз не только можно, но и нужно. Тем более, что у тех, кто выходил на сцену перед ними, свое поздравление, а у нас свое. С праздником вас, дорогие женщины! С весной, с ожиданием чуда, с исполнением всех желаний. Сегодня мне почему-то вспоминается Пушкин. Я вас любил безмолвно, безнадежно, так робостью, так ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Прекрасные стихи, но они, к сожалению, о любви прошедшей. Не будем о грустном. В такой замечательный праздник хочется говорить о любви настоящей. Вот вы тут сразу про всех женщин пели, а хотелось бы услышать песню только про одну. Это про какую же? Понятно, про какую? Про маму. Про чью маму? Про твою? И про мою, и про вашу. Потому что все мамы необыкновенные, все замечательные. Что бы они ни делали, где бы ни работали, сколько бы им ни было лет. Я с тобой полностью согласна. Сейчас такая песня прозвучит с нашей сцены. И кто же ее будет петь? Зинаида Трофимова. Тавах Анне. Юрала, юрла,
пече, шурхи, лобко каші.
Я бы пожелала любви и уважения. А я бы пожелала бы всем женщинам красоты. Объясните, что вы имеете в виду? Есть одна притча. Перед мужчиной появился некий волшебный дух и спросил: «Хочешь, я превращу тебя в женщину?» Мужчина был хитер и ответил: «Я согласен, но только при одном условии. Женщина должна быть красивой». Тут дух подумал: чтобы сделать из этого мужчины женщину, сколько же надо потрудиться? Прежде всего, около всех домов надо засыпать траншеи и осушить все лужи, чтобы женщина не ходила в резиновых сапогах и старом пальто. Короче, чтобы она действительно выглядела красиво. Во-вторых, по всем маршрутам надо пустить автобусы, предназначенные только для женщин, чтобы в них не было давки, и женщине, которая едет на свидание, не испортили бы прическу, и не стерли бы локтем помаду на губах. В-третьих, подумал дух, надо сделать доступными цены на одежду, которая подчеркивала бы неотразимость женщины. А еще надо сделать так, чтобы на улицах ярко горели фонари и не возникали бы в вечернем сумраке некие субъекты, которыми уже давненько интересуются правоохранительные органы. В конце концов, надо, чтобы женщины на работе ценили и уважали, и чтобы муж велел их благотворил, не забывая при этом зарабатывать достаточно денег. И чтобы дети любили и слушались. Только при таком условии женщина будет красива. Задумался дух и изрек: «Работы-то сколько!» Махнул рукой и добавил: «Иди, человек, гуляй себе в мужчинах». Вот такая притча. Притча о том, как трудно быть красивой женщиной. Трудно по нашим женщинам. Бабушки, мама, и тетя, и сестры, и подруги. Это по силу. С праздником вас, наши дорогие! Будьте самыми красивыми, наши Мадонны! Народный чувашский фольклорный ансамбль «Шевле». Вайера. Привет, мама, привет.
подошла к отцу. Все участники праздничного концерта еще раз поздравляют вас с Международным женским днем. Очень красивая для нас эта дата, и коль пришла, встречать ее пора. Желаем мы на будущее счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра. До новых встреч, дорогие наши односельчане. С праздником еще раз, милые односельчане. Мы хотим Поздравляю своих мам. Привет, мама. Маме отдам. На этом наш концерт завершился. Спасибо всем, что пришли посмотреть на нас. Всех поздравляем, мам, бабушек, сестер, тетенек, всех-всех-всех. Желаем вам добра, семейного благополучия, а главное, крепкого здоровья.